И дня в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Трамп приостановил всю военную помощь Украине. Пауза продолжится до тех пор, пока Киев не покажет готовность к миру. Еще один автомобиль передали для нужд СВО. Автомобиль УАЗ «Патриот» пожертвовал коллектив управления дорог Вилюй. Семейный форум «Моя семья в истории Отечества» впервые состоялся в республике. В рамках проекта педагоги, родители и дети изучают семейные связи в нескольких поколениях. В Якутске открылась выставка монгольских художников «Легенда». Зрителю представят работы современных живописцев в стиле национального изобразительного искусства «Монгол-Зурак». Ну а в Центре спортивной подготовки «Триумф» проходит первенство по боксу среди юниоров. Победители примут участие в первенстве Дальнего Востока. Вооруженные силы Соединенных Штатов приостановили поставки военной помощи Украине. Об этом заявил представитель Пентагона. Отмечу, что ранее стало известно, что президент Америки Дональд Трамп дал указание приостановить все поставки военной помощи Киеву. Приостановка распространяется на всю военную технику Соединенных Штатов, которая в настоящее время находится в Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидающее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше. Приближаем победу вместе. Для нужд участников СВО коллектив управления дорог Вилюй передал автомобиль УАЗ «Патриот». Начальник учреждения Николай Андреев вручил ключи от машины директору Северо-Восточного фонда помощи Донбассу Георгию Куркутову. Продолжит тему Эржена Гармаева. Якутия регулярно отправляет гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. В эту работу вовлечены все, как неравнодушные граждане, так и предприятия республики. Управление дорог Вилюй не стоит в стороне. Для нужд военнослужащих коллектив отправлял тепловизоры, оптические прицелы и квадрокоптеры. Сегодня же, после ремонта и техобслуживания, сотрудники управления передали автомобиль. Коллектив Федерального управления автомобильной дороги Вилюй передает в фонд Донбасса автомобиль марки «Патриот». Это для передачи нашим патриотам, которые защищают и находятся в зоне специальной военной операции. Этим занимается не только наше управление, и наши предприятия дорожной отрасли. Все активно помогают, чтобы приблизить победу и чтобы скорее наши ребята вернулись. Транспортировкой машин и другого необходимого груза занимается Координационный центр регионального оперштаба комиссии «Вместе к победе». Центр организовывает работу по сбору помощи для участников СВО. Только за прошлый год республика передала 136 единиц техники и более 200 тонн груза. С гордостью говорим, что наши крупные стратегические предприятия передают всю ту помощь, которую могут. И одна из этих помощей – это передача проходимой техники. И буквально сегодня будут отправлены по 3 перевозкам автовозов 9 единиц техники, в том числе та машина, которую мы сегодня торжественно принимаем. Вместе с УАЗом в зону специальной военной операции отправятся 2 инкассаторские машины, пожертвованные одним из банков. Внутри автомобилей адресные посылки и помощь от жителей со всей республики. Улусы очень хорошо помогают. Ребята постоянно приходят слова благодарности, что республика очень хорошо помогает. Неделю 2 фуры минимум мы отправляем. Это, то есть каждую неделю у нас на потоке стоит. В течение 2 недель доедет до пункта назначения, это опорный пункт город Новоазовск. Там ребята с опорного пункта будут передавать уже непосредственно военнослужащим. Якутия продолжает отправлять в зону СВО партии с различным грузом, в том числе транспортом. С начала года республика отправила в опорные пункты 32 единицы техники. Эржена Гармаева, Владимир Павлов, Якутск. Единовременная денежная выплата на приобретение транспортного средства вручена 63 семьям Якутии, из которых 39 многодетных и 24 приемные. Общая сумма средств, выделенных для этой цели, составила 43 миллиона рублей. Эта мера поддержки семей с детьми действует с 2012 года. Айсен Николаев отметил, что в прошлом году условия получения выплаты были улучшены, и теперь семьи могут воспользоваться и повторно раз в 10 лет. Размер выплаты ежегодно индексируется и в этом году составляет 931 192 рубля. Министр труда Якутии также подтвердила, что выдача единовременных денежных выплат продолжится.
В Якутии готовится к столетию со дня рождения выдающегося государственного деятеля Гавриила Чиряева. В честь Гаврила Иосифовича предполагается присвоить имя аэропорту города Нерюнгри в поселке Чульман. Особое внимание уделят мероприятиям в Вилюйском улусе. В рамках юбилея в этом районе реализуют цикл мероприятий по укреплению материально-технической базы, включая строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и дорог. Самым крупным проектом станет строительство новой школы на 990 мест в городе Вилюйске, которая будет носить имя Чиряева. Семейный форум «Моя семья в истории Отечества» впервые состоялся в Якутске. В рамках проекта педагоги, родители и дети изучают семейные связи в нескольких поколениях, организовывают выставки и делятся методами изучения и анализа архивных документов. Подробнее о программе и задаче форума узнаем из следующего сюжета. Семейный проект по изучению родословной 2 предыдущих года проводился в онлайн-формате. В этот раз проект перерос в форум, охватив сотни людей из разных районов. Дети, начиная с дошкольного возраста, с родителями составляют генеалогическое древо. В процессе принимают участие все родственники. В этом году Нерюнгринский и Алданский улусы дети очень активно со своими учителями, родителями выступали. И очень они активно и подготовленные были, что от нас это обрадовало. В этом году более 300 работ было. А если за 3 года взять 1000 детей, а 1000 это можно умножить на 4, потому что это отец, мать, дед, бабушка, учительницы, учителя, педколлектив работал. Так что довольно-таки очень широкий охват. Эвелина Сидорова в своей исследовательской работе рассказала про жизнь прабабушки Марии Захаровой, которая прожила 90 лет. У нее было 3 сыновей и 1 зять. Они все ушли на Великую Отечественную войну и там же умерли и не вернулись. И всех своих дочек и невесток она сама растила, вырастила, смотрела за ними, помогала им. Одна ее невестка умерла, и за этими детьми она смотрела сама. Она помогала всем, что могла, охотилась, добывала еду, шила всякое. Также состоялся круглый стол для педагогов по организации исследовательской работы детей в рамках внедрения учебной дисциплины «Семьеведение». Со следующего учебного года планируется внедрить предмет семьеведения с 5 по 11 класс в общеобразовательных учреждениях. В связи с этим наша площадка с педагогами собирает учителей. Наша задача – помочь нашим педагогам, общественности соединить интересы и создать учебно-методический комплект для этого предмета. На площадке для родителей обсуждали и рассказывали о том, как начать исследование, где искать информацию и использовать онлайн-ресурсы. Помимо обучающих программ состоялась выставка «Сокровища моей семьи». В этом году у нас вышла электронная книга, авторами которой являются дети, которые исследуют генеалогию собственной семьи. И это только первый наш шаг. И здесь вы видите экспонаты, которые хранятся как реликвии в каждой семье. И каждый экспонат имеет свою историю. И это только начало. Мы планируем выпускать этот сборник дальше, расширять его и, возможно, даже в бумажном варианте. В дополнение к научной и обучающей части организован ряд активностей. Это семейный квест по станциям. Например, участники форума оживят старые фотографии родственников с помощью нейросети и смогут обновить портрет защитника для акции «Бессмертный полк». Марферина Алексеева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В Якутском финансово-экономическом колледже состоялось мероприятие, приуроченное к завершению месячника патриотического воспитания в честь 80-летия Победы. Участие приняли студенты, дети участников спецоперации, представители землячества Алекминского района и в режиме ВКС авторы сборника стихотворений «Мы ждем тебя домой с победой, солдат». В сборник вошли стихотворения поэтов 34 районов республики, написанные для детей участников СВО. В финансово-экономическом колледже 37 детей, участников СВО. Поэтому мы сегодня вручим. И, конечно, сегодня у нас очень актуальна эта тема. Патриотическое воспитание молодежи. Мы должны нашей молодежи передать, какой ценой наши отцы и деды вот эту победу одержали.
Единственный ветеран Великой Отечественной войны в Нерюнгринском районе сегодня отмечает свой день рождения. В ряды советской армии Валерий Михайлович был призван в 1944 году. Он начинал со связиста в части Восточного фронта, затем попал в мотоциклетный полк. В составе отдельного мотоциклетного полка прошел боевой путь по Маньчжурии и Монголии, участвовал в сражениях за город Калган. Является кавалером ордена Отечественной войны. В 60-х годах приехал в поселок Чульман Нерюнгринского района, где совмещал трудовую деятельность с общественной работой. Сегодня Валерию Спиридонову исполнилось 99 лет. С уважением к подвигу поколения победителей сотрудники дирекции радиовещания НВК «Саха» провели субботнику памятника Николаю Кондакову. Мероприятие приурочили к 80-летнему юбилею Великой Победы. Кондаков в 1942 году был призван на фронт. Боевое крещение он получил в Кировограде, после освобождения которого прошел с боями через Молдавию и Румынию. Прямой наводкой артиллерист уничтожил 6 пулеметных точек гитлеровцев. Завершил войну в Чехословакии освобождением Праги в 1945 году. После войны работал учителем, журналистом, главным редактором комитета по телевидению и радиовещанию Совета министров Якутской АССР. В 1990 году был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза за мужество и отвагу. Конечно же, этой большой акции были наши коллеги, наши друзья, также наши ветераны. Мы на планерке, на летучке приняли такое решение, чтобы и жители нашей республики приняли участие, чтобы они поддержали такую добрую акцию. После уборки на территории нашей вещательной компании на сквере Кондакова мы также продолжим нашу акцию на сквере журналистов-воинов возле Дома печати. Какая она, Великая Отечественная война? О ней алданские школьники рассказали в литературной гостиной школы номер 2 под названием «Строки, опаленные войной». Встреча в гостиной, прошедшая в рамках месячника патриотического воспитания, была посвящена 80-летию Великой Победы. К реалиям сокрушительной трагедии огромной страны прикоснулись и наши коллеги. Песни военных лет переплетались со строками стихов, донося до нас через десятилетия взрывы снарядов и запах пороха, полные боли стоны, горе матери, получившей похоронку на сына, трагедию осиротевших детей и надежду, теплившуюся в каждом доме, где ждали возвращения солдата. Литературная гостиная расположилась в актовом зале Алданской школы номер 2. Наши ребята полностью подготовили программу. В программу включены танцы, песни, стихотворения, сценки. Очень много, конечно, мы долго готовились к этому мероприятию. Литературные гостиные во второй школе являются традиционными, однако столь масштабная встреча состоялась впервые. В зале собрались коллективы 12 школ. В представленных композициях ребята отразили разные лики войны, которая смертельным маршрутом отчаяния и безысходности пролегла через тысячи городов и сел Советского Союза. Мы попробуем указать основные события Великой Отечественной войны. Ну и, конечно, будем призывать к тому, что войны не должно быть, что мы должны жить в мирном мире. Представители поколения победителей, герои войны, защищавшие страну на фронте и ковавшие победу в тылу, воплотились в ключевых образах литературно-музыкальных композиций. Основными же мотивами стали героизм и самоотверженность, бесстрашие солдата и готовность отдать жизнь во спасение Родины. Это участники 6 класса, их 8 детей. Они подготовили литературную композицию со своим руководителем «Фронтовые письма». Конечно, для ребят это очень такое проникновенное произведение, произведения, которые они сегодня будут рассказывать. Завесу в прошлое современникам приоткрывают воспоминания представителей старших поколений, на чье детство и юность выпали разрушительные военные и тяжелые послевоенные годы. В основном же о реалиях войны ребята сегодня узнают из книг и фильмов. Литературные произведения, кинокартины и беседы в сердцах мальчишек и девчонок отзываются множеством нот. В первую очередь, наверное, страх за то, что такое у нас было, и великую гордость за то, что это закончилось, за то, что мы победили, мы смогли. Трагедия страны приходила в каждый дом, оставляя всюду боль и раны. Эхо войны и сегодня, спустя 80 лет, продолжает звенеть горечью невосполнимых утрат. И наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую память. Мы без этого не сможем жить.
Мы должны передавать всю нашу поэзию, культуру нашего народа, российского народа, нашим детям, чтобы они знали свое прошлое. В литературной гостиной второй школы не было победителей и лидеров. Раскрывая свои таланты, каждый коллектив даровал зрителям возможность испытать самые сильные эмоции. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. 5 марта, в День народного мастера, в Якутске пройдет шествие в национальных костюмах. В мероприятии примут участие свыше 1000 народных мастеров и представителей общественности. Якутяне в национальных костюмах народов республики пройдут от площади Орджоникидзе до площади Республики. Проезд транспорта по проспекту Ленина с 12 до 14 часов будет закрыт. Выставка монгольских художников открылась в Якутске. Экспозиция собрала яркие работы 4 современных живописцев и представила как интересные примеры национального изобразительного искусства, так и знакомые всем мотивы. Подробности в материале Саргаланы Неустроевой. Название выставки «Легенда» как бы готовит зрителя к тому, с чем он столкнется. Буйство красок, мифы, космология и буддизм. Ну и, разумеется, конь как центральная фигура мотива кочевой жизни. Здесь каждая композиция откликнется в сердце и покажется знакомой, но вернуться к ней захочется снова и снова. Особенно якутского зрителя могут привлечь образцы монгольского изобразительного искусства «Монгол-Зурак» в современном исполнении. Почти мультяшные, детализированные, стильные и яркие образы надолго цепляют взгляд обывателя. Здесь же и совсем экспрессивные полотна рассказывают о силе природы. На этот раз я привез свои работы, связанные с природой. Называются «Времена года». Я уже второй раз в Якутии. В первый раз я выставлялся год назад. Приезжал с выставкой и тогда заметил, что якутский народ обожествляет свою природу, очень любит ее. Монголы тоже живут в зависимости от природы. И поэтому эти 4 работы я посвятил такому образу. И именно после посещения Якутии художник Санин Бояр влюбился в работы местных мастеров кисти, в частности Михаила Старостина и Александра Манжурьева. Язык искусства един, отмечает Санин Бояр. Общаясь на нем, художники и вдохновляются. С первого взгляда видно, что художники разные, да? Есть художники, работающие в современном стиле и в классическом. И вот один из них, Санин Бояр, вот в прошлом году тоже приезжал. У него очень интересные пейзажи, не натуралистичные, а такие световые, очень такие насыщенные. Как отмечает один из организаторов выставки, председатель цеха монгольского общества Амаржаргал Балжиням, такие коллаборации важны не только как способ обмена опытом между художниками, но и как площадка международного сотрудничества. Новые появляются проекты, новые создания картин, да, совместные. Даже есть у нас проект, с нами приехал наш журналист, и он, например, планирует новый номер этого журнала, да, будет посвящен этой выставке «Легенда», а также изобразительному искусству Якутии. А также у него есть проект даже написания книги о современных художников Якутии. Занимаются монгольские живописцы и совсем сторонними проектами. К примеру, на днях делегация посетила подопечных фонда Харысха с художественными мастер-классами. А уже 5 марта делегация окажется в составе колонны якутских мастеров, которая пройдется шествием по столице республики. Саргалана Неустроева, Нургун Старостин, Якутск. В рамках молодежного фестиваля «Моусустар» впервые пройдет конкурс «Кубок Арктики. Якутский стендап». Жюри отберет 15 финалистов, которые приедут в Якутск на финал. Жюри будет оценивать исполнительское мастерство, умение донести до слушателя смысл своего выступления, сценический образ и манеру исполнения. Организаторами конкурса являются Конгресс-центр Якутия и объединение «Северный стендап-клуб». Ну а далее смотрите подборку новостей от наших коллег из Нерюнгринского района.
В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых событиях Нерюнгринского района за прошедшую неделю. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Военно-спортивная игра «Зорница 2.0» проходит в Нерюнгринском районе. В 2025 году уникальный проект проходит в Южной Якутии уже во второй раз. Он был возрожден в новом, интересном для детей и молодежи формате с учетом новых требований. Флагманский проект движения первых юнармий в этом году проходит под девизом «Одна страна, одна игра». В год 80-летия Великой Победы эта игра объединила очень много участников, и только в Нерюнгринском районе их более 1900 человек. Дети начальных классов, среднего звена, старшего звена, с кем вместе именно будут соревноваться и несовершеннолетние студенты. А также в этом году введено новшество и выделена специальная категория для возраста 18-21 год. И эти ребята будут уже непосредственно участвовать напрямую на региональном этапе среди студентов Республики Саха-Якутия. На ледовой площадке реки Иенгра программа Дня оленевода началась с торжественного открытия, где с поздравлениями выступили почетные гости и состоялся традиционный обряд савыкан. Во время праздничного концерта многочисленные творческие коллективы подарили зрителям свои яркие и красочные номера. Вся республика отмечает этот день. Глава республики поздравил всех оленеводов с этим прекрасным праздником. Сегодня мы отмечаем этот праздник на нашей Нерюнгринской земле, в селе Иенгра. Несмотря на то, что сегодня я сказал, что погода нас не балует, но я точно знаю, что атмосфера праздника, теплота этого праздника, которая дарят сердца всех участников этого мероприятия, обязательно согреет всех нас, и праздник пройдет, как всегда, на хорошем организационном уровне, принесет море положительных эмоций и навсегда останется в памяти наших гостей, которых тоже в этот день немало. Также для гостей Дня оленевода были организованы катания на квадроциклах, буранах и оленях. Зрители смогли попробовать блюда национальной кухни и приобщиться к культуре коренных малочисленных народов Севера. Также прошли спортивные состязания и главное событие праздника – гонки на оленьих упряжках. Наши оленеводы умеют работать в экстремальных условиях, умеют воевать, это казалось, и умеют отдохнуть. Это вот наш праздник, видите сами. Несмотря на погоду, все довольны, да, маленько прохладно, но это не мешает поднять вот хорошее настроение. Нерюнгринцы отметили веселый и сытный народный праздник Масленицу. Встретили весну угощениями, песнями и плясками. В этом году впервые городские масленичные гуляния прошли в парке имени Чиряева. Здесь было организовано несколько развлекательных зон. Обширная программа с различными конкурсами, с хорошими очень подарками. Также у нас тематические фотозоны стоят в нашем парке с надувными фигурами масленичными. Идет бесплатная раздача горячего чая и блинов, торговые ряды с предпринимателями, которые продают сейчас и сувенирную продукцию, тематическую продукцию, ну и продукты питания. На этой неделе мы узнаем о подготовке общественной организации Саха-Аймах к празднику Эсэх-Аланхо, расскажем о реализации программы «Доступное арендное жилье» и узнаем о ходе реконструкции объектов Центральной районной больницы. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за развитием событий. В Якутске стартовало первенство региона по боксу среди юниоров. Во всех категориях, по словам экспертов, выступают лидеры республики. Как прошли поединки первого дня и что ожидает победителей, знает Петр Васильев. Удар гонга, и в борьбу за медали турнира вступают 63 юниора. 15 команд из разных районов республики в буквальном смысле сразятся за звание лучшего. Первыми на ринг вышли представители сборных города Якутска и Мирнинского района. Команда Мирнинского района себя хорошо покажет на эти соревнования, потому что мы готовились, и мы всегда по юниорам неплохой результат показываем. Отметим, что во всех весовых категориях выступают лидеры республики. По словам организаторов, самый конкурентный вес 54 килограмма. К слову сказать, все участники готовились к старту задолго до. У некоторых на подготовку ушло более 5 лет. Больше работал над выносливостью, потому что первые соревнования, где уже 3 по 3 минуты, уже в юниорском возрасте. Поэтому больше работал над выносливостью. В моем весе, скорее всего, это Львов Герман. Это тоже с нашего района. Сейчас в училище тренируется.
Финальные бои пройдут 7 марта в 12 часов в Центре спортивной подготовки «Триумф». Ну а победители первенства будут включены в состав сборной республики для участия в первенстве Дальнего Востока, которое пройдет в Петропавловске-Камчатском. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск. К этому часу это все новости. До встречи в эфире.